Добрый вечер, дорогие телезрители. Я Анна Кириллина, и вы смотрите вечерний эфир 8-х спортивных игр «Дети Азии». На календаре у нас 2 июля. Осталось до завершения игр всего ничего, 4 дня. Страсти накаляются. Больше всего золотых медалей у сборных республик Беларуси и Узбекистана. На всех площадках мои коллеги работают с утра до вечера, и прямые трансляции идут по всем 4 телеканалам. На НВК «Саха», Якутия-24, на телеканале «Мамонт» и на детском телеканале «Току». Сегодня будет много интересных гостей, так что не переключайтесь, будьте с нами. А прямо сейчас факты дня. На телеканале Якутия-24 состоится прямая трансляция соревнований по скалолазанию. Новый спортивный объект «Скалодром» соответствует олимпийским стандартам и способен принимать крупные международные соревнования. В Якутске построили замечательный скалодром. Очень жду завтрашние соревнования по скалолазанию. Приходите поболеть за участников. Скалолазание в этом году представлено как демонстрационный вид спорта, значит, медали не войдут в общий зачет. На сегодня задача спортсменов забраться как можно выше и не сорваться. За первыми такими соревнованиями будет следить и комментировать наш коллега Руслан Ачиров. Да, действительно, завтра уже я буду в качестве комментатора. Для меня это такой первый опыт. На самом деле немного волнуюсь, но тем не менее нашим зрителям мы постараемся все показать и рассказать в прямом эфире из спортивного комплекса Дахсун. С утра начнутся прямые эфиры. Спортсмены довольны питанием. Перед заездом каждая страна-участник заполняла анкету, что им можно есть, а что нельзя. Мне нравится обед и ужин, и именно разные пироги. Питанием доволен и тренер Республики Кыргызстан по спортивной женской борьбе. Но перед важным событием договорился с местной общиной, чтобы дети поели национальный суп шурпу. Наваристый суп принес ожидаемые результаты. Команда получила желаемое золото. Они сгоняли вес почти 2-3 килограмма. И надо новостный этот баранины шурпу кушали. Век цифровизации игры «Дети Азии» мотивируют молодежь отложить телефоны и заняться спортом. Спортсмены из Сибирского федерального округа встретили своих юных поклонников и даже раздали автографы. Спортивные игры – это не только стремление к победе, но и обретение новых друзей. Вот ребята из Монголии и Сибирского федерального округа поддерживают друг друга. А тренеры из Ямало-Ненецкого автономного округа были рады поговорить на языке жестов со спортсменами из Палестины. Как говорят именитые спортсмены, игры оставляют лучшие воспоминания не только на всю жизнь, обретенная дружба, поддержка на все года. Добрый вечер от Беларуси. Добрый вечер, привет с Дальнего Востока. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогая Якутия. 8-е игры «Дети Азии». Сонечка, ягодка, в обору родилась, да вот и я, вот и милая моя, в обору родилась, на Руси крестилась, да вот и я, вот и милая моя, на солнышке грелась, вот и я, вот и милая моя, на солнышке грелась, алым светом расцвела, вот и я, вот и милая моя. Расцвела, да русу косу чесала. Вот ты, вот ты, милая моя. Гребеночку сломала, да вот и я, вот и милая моя. Гребеночку сломала, за пазушку складала. Вот и я, вот и милая моя. Да за пазушку складала, к себе милого ждала. Вот и я, вот и милая моя. Уж ты миленький мой, да что ж ты хочешь страной? Вот ты, милая моя, что ж ты ходишь страной, не говоришь
со мной, А вот и ты, вот и я, вот и милая моя, да моя русая коса, всему городу краса. да вот и я, вот и милая моя, всему городу краса, а девушкам честь хвала, да вот и я, вот и милая моя, девушкам честь хвала, парням-то сухота, вот и я, вот и милая моя. Браво, браво! И пришли ко мне гости, милые гости. Елизавета и Иван Усовы, участники межнационального фестиваля «Этнокампус», ведущие семейного фольклорного проекта «Фолк-гуляки». Прекрасные гости, которые сегодня выступили еще на площади города Якутска. Как встретили гости вас? Очень Прекрасно. тепло, жарко. Конечно, здесь Якутия славится своими морозами, вот, но я думаю, мы смогли народ ваш немножечко согреть своими играми и своими песнями. Прекрасно. А вы успели уже познакомиться с другими участниками фестиваля? Насколько мне известно, очень много интересных коллективов приехало, очень много солистов. Да, да. Игра вообще как лицо народности, и мы были вдохновлены и многое почерпнули для себя, для своей деятельности. Да, все, кто приехали, те народы, которые представляли свои игры, мы, конечно же, с ними познакомились, потому что мы присутствуем на площадке вместе с ними, мы смотрим на их игры, они смотрят на наши игры, мы у друг друга учимся. Взаимообмен Да, происходит. это очень здорово. Здорово. Елизавета, Иван, когда мне сказали, что вы будете у меня в гостях, я сразу пробила ваши имена в интернете. Оказалось, что вы ведете свой блог, и послушала несколько интервью, и я прям очаровалась и влюбилась в вашу семейную пару. Вот прямо так жизнелюбием относитесь ко всему, создаете все сами, живете в Новосибирской области, город Искитим, да, и мне так понравилось то, что, оказывается, Иван сам создает музыкальные инструменты, сам делает гусли, да, а Елизавета создает наряды. Вообще, как пришла идея создать такой тандем, да, проект? Ну, познакомились мы с Лизой на вечерке. Вечерка — это такая русская народная дискотека. Раньше в старину молодежь собиралась, они пели. Они регулярно у плясали. вас проходят? Регулярно, да. Мы даже сейчас часто их проводим, стараемся каждый месяц у себя Каждый в городе народный проводить. праздник сопровождается молодежной Да, вечеркой. и мы с Лизой познакомились там, потом поженились благодаря вот вечерке, с друг другом Мы поженились. познакомились на такой праздник «Красная горка». Как раз в этот день, на этот праздник, молодые пары присматривались, и потом сватовство шло, и свадьба. Да, вот у нас получилось все очень традиционно, очень здорово. И мы были просто молодыми студентами, которые хотели как-то зарабатывать деньги. И вот создали сначала такой проект, где было очень много молодежи, но потом так Где мы получилось. ставили цель изначально просто проводить праздники, но потом мы все-таки так вдохновились всем, потому что фольклор — это не просто игры, не просто песни, это сама жизнь. Вот, поэтому мы не актеры, мы действительно так и живем. Да, и у нас не костюмы, а у нас одежда. Да, русская одежда. Потому что люди 200-300 лет назад ходили в одежде и не говорили: вот посмотрите, какой у меня костюм. Ну что такого же не было. Вот, это просто сейчас современный человек это называет костюмом. Для кого-то это костюм. Он надел, выступил Сценически. и снял. А вы носите каждый день повседневной Да, жизни? мы, конечно, так, именно вот так, мы не одеваемся, мы сейчас используем стилизацию. То есть вот, например, штаны, название их порты, я в портах хожу постоянно, для меня это очень удобные штаны. Рубахи, они сейчас тоже есть, с косым воротом бывают, вот элементы, стилизация. Ну, очень стильно, у да, вас, да. у вас тоже есть, мы вот заметили, походили, мы очень рады, что якуты знают свою традицию, знают свою культуру и используют элементы традиции в своей повседневной жизни. Где-то на одежде, где-то на Улицы у вас каких-то- так украшены. Да, это очень здорово, это прям гордость берет за якутов. Мгм. А вот когда, Елизавета, вы создаете одежду, ну, в смысле, шьете, вы обращаетесь к старожилам, да, советуетесь с ними? Ну, конечно, я пытаюсь шить русскую одежду современную по традиционным кроям, потому что она удобная прежде всего и красивая. Мне очень близок стиль фольклорный, потому что там очень много ярких, радостных цветов. Я это очень люблю. Вот. Очень красивый костюм. Благодарю. Да, а Иван, а
как вы ну, сколько требуется времени, чтобы создать, допустим, гусли? Если весь материал есть в наличии, то, конечно, это все очень быстро. Вот. Не сказать, что я прям мастер по изготовлению этого музыкального инструмента. Я являюсь таким настоящим русским человеком, который может сделать все, если ему это надо. Я сделал всего 2 гуслей, вот, и для меня это просто было достаточно. Я попробовал что-то, я попробовал нож сковать, я попробовал поделать что-то из кожи, из дерева. Я знаю, как это делать, теперь в любой момент я могу это сделать. Будет Вот. запрос, будет изделие. Потому что есть такое мнение, что человек либо мастер по изготовлению гуслей, либо мастер по игре на гуслях. То есть не бывает, чтобы он Чтобы и делал, и играл. да, и такого не играл. бывает. Поэтому вот я по большей части, наверное, именно больше играю. Когда я узнала, что вы воссоздали инструмент, который производит шум дождя, я прям хотела, чтобы вы принесли в студию, а оказалось, что вы приехали только с одним инструментом. Как вы создавали тот инструмент, который воспроизводит шум дождя? Там какие-то рисинки, да? Да, на самом деле это такой очень популярный, известный музыкальный инструмент. Вот. Он, конечно, не издает какие-то музыкальные ноты, вот. Он является именно шумом. Да, его много кто называет там, шум дождя, шум прибоя. Мне кажется, он как белый шум поможет некоторым детям уснуть. Возможно, да. То есть это какой-то продолговатый сосуд, вот, используют обычно, либо если это натуральные материалы, то используют, ну, что-то наподобие борщевика, то есть полый внутри, чтобы был сосуд. Вот, мы взяли такой тубус из-под каких-то бумаг, вот, сделали много отверстий, просунули туда палочки, ну, если быть конкретным, то зубочистки. Вот, просто очень много-много их вот так вот по всей длине вставляешь и насыпаешь туда какую-либо крупу. И когда ты переворачиваешь этот сосуд, то рисинки, либо другая крупа, она за счет того, что там есть очень много палочек, ударяется и очень долго падает. И поэтому создается вот такой... Как волна или как ветер. Да, конечно, это очень красиво. В интернете А много... сейчас Иван, да, нам дал инструкцию по созданию вот такого интересного инструмента, который действительно, как сказала Елизавета, пригодится любой молодой семье с малышом. Да? Спасибо большое, дорогие гости, что пришли к нам в гости, что подарили вот эту энергию, ваше хорошее настроение, ваше жизнелюбие. Конечно, не хватает эфирного времени. Я бы и говорила, и разговаривала вот с вами на тему позитива, хорошего настроения. Да? Насколько мне известно, вы еще ведете блог. Я очень хочу, чтобы вы действительно в своем блоге рассказали о Якутии, о традициях, о том, что увидели, узнали. Без подарка не отпускаю, поскольку якутяне очень гостеприимный народ и не отпускают ни одного гостя без подарка. От нашей компании символичный подарок. Тут национальная посуда. Так что я очень надеюсь, что она займет в вашем доме достойное место. Благодарим. Большая благодарность. Дорогие телезрители, а мы с хорошим настроением продолжаем наш вечерний эфир. Добрый вечер. В рамках игр «Дети Азии» приехало более 3000 спортсменов и тренеров. И это не считая гостей оперного фестиваля, Якутского международного кинофестиваля и межнационального фестиваля. И я рада представить моего другого гостя, руководителя команды Уральского федерального округа Вадима Викторовича Гайла. Вадим Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Настроение отличное. Погода сегодня, прямо скажем, южная и летняя. Так и не скажешь, что у вас зимой минус 60 градусов.
Мгм. Ну, ваша команда одна из самых больших, насколько мне известно, 200 спортсменов, да? Да, 210, если быть точным, участников команды, и из них 146 именно спортсменов. Остальные это тренеры и представители. Вы человек, который координирует вот эти все процессы, коммуницирует с каждым членом команды. Куда ходили, успеваете посетить все мероприятия? Да, конечно, я с утра и до вечера, у меня есть определенное расписание, езжу по спортивным выступлениям и пытаюсь поддерживать наших спортсменов. Мгм. А есть какие-то моменты были, когда нужно там мотивировать спортсмена, подготовить к соревнованиям? Вы знаете, когда выступаешь не в родном регионе, а на выезде где-то, всегда родная земля поддерживает тех, кто на ней родился, жил и тренировался. И наши спортсмены, приехав в незнакомый чужой город, тоже нуждаются в поддержке. Поэтому мы собираемся небольшой стайкой, и если это игровые какие-то виды или даже вот на настольном теннисе, пытаемся поддержать, какие-то кричалки там кричать. Вот. Здорово, Стараемся. здорово, значит, готовились. А к играм Азии, насколько мне известно, вы готовились, ну, довольно долго, да? Больше года. Да, это у нас уже определенная такая история наработанная. Такая подготовка, конечно, ведется заранее. У меня некий опыт уже есть участия в подобных мероприятиях с 2022 года, и мы пришли к выводу, что готовиться надо начинать за год. То есть мы проводили тренировочные мероприятия какие-то, и, конечно же, отборы справедливые. У нас участвовало в отборах 6 регионов Уральского федерального округа. Это в первую очередь, конечно, Свердловская область, Челябинская область, Ямал-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Челябинская и Курганская область. И нужно было справедливо распределить квоты на участие в этих играх, в этой команде между детьми. Мгм. Ну, руководство сейчас Свердловского края очень волнуется, переживает, звонят, спрашивают. Конечно, мы каждый день поддерживаем связь. Хотелось бы поблагодарить как руководителя Уральского федерального округа, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Якушева Владимира Владимировича, так и губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича. Это у нас Свердловская область является командообразующим регионом. У нас 52 спортсмена из 146 отобрались из Свердловской области. И также министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Ароновича Рапопорта за оказанную поддержку и в формировании команды, и в обеспечении. И также наш Центр спортивной подготовки, на базе которого мы формировали команду, и который назначен региональным оператором по этому вопросу, Леонов Юрий Михайлович, наш директор. Хотелось бы тоже поблагодарить за такой огромный пласт работы, который был проведен по подготовке к этим мероприятиям. Мгм. На встрече с главой республики нам понравились ваши слова. Вы сказали, что сложное для мирового спорта время, такие мероприятия являются уникальной возможностью для спортсменов выступить на международном уровне, да, поскольку действительно сюда приезжают спортсмены из разных стран. Также вы очень хорошо подметили, что игры «Дети Азии» — это замечательная площадка для культурного обогащения детей. Здесь они могут познакомиться с культурой и традициями других народов. Наверняка уже они дружат друг с другом, с кем познакомились ребята, с кем коммуницируют. Да, конечно, Олимпийская деревня, как ее назвали, ну, деревня спортсменов. Я еще раз напомню, среди тренеров бытует такая фраза, называют детские Олимпийские игры. Игры «Дети Азии». И вот в этой Олимпийской деревне, как мне ее представили изначально, все спортсмены из разных стран, даже они живут в одном и том же помещении, скажем так, большом. То есть в одном корпусе. И у них каждый день есть возможность коммуницировать, там есть переводчики, и дети уже находят какие-то общие точки соприкосновения. Но самая главная точка — это, конечно же, спорт и физическая культура. Они общаются, они знакомятся, они обмениваются контактами. И думаю, в будущем у этого всего есть определенная история. Вадим Викторович, но вы из спортивной семьи, спорт всегда был в вашей жизни, и сами давно занимались фехтованием, сейчас больше ушли в руководящую должность, а ваши родители по легкой атлетике, да, по-моему, тоже спортсмены. Вообще, что дает вам спорт и вообще вот сама сфера, атмосфера спорта в вашей жизни? Ну, я бы сказал, что спорт
это неотъемлемая часть моей жизни. Так сложилось, пожалуй, с самого рождения. Но главным образом я это ощутил, когда решил, поступая в институт, посвятить свою жизнь именно работе в отрасли спорта. И после окончания института я начал работать в государственном, тогда еще бюджетном учреждении Центр спортивной подготовки, в котором работаю по сей день. Спорт – это жизнь. Ага. Вы в Якутии не в первый раз приезжали смотреть как раз площадки, да? Это когда, какой месяц был? Это был июль прошлого года. Угу. Пришло приглашение на семинар «Визит» так называемый. И нам показывали спортивные объекты на том этапе, на котором они находились год назад. Угу. Я хочу отметить, что за год была проделана колоссальная работа. Действительно, все объекты раскрыли себя по-новому. Были построены даже какие-то новые объекты, которых нам тогда еще не показали. Они очень приятно удивили. Чувствуется, что подготовка была фундаментальная и всеобъемлющая. Но также вот в предварительной беседе вы сказали, что второй раз ходили в царство вечной мерзлоты, с удовольствием при этом. Ну да, есть такая тут достопримечательность. Я так понимаю, это какое-то хранилище было, у него было определенное практическое предназначение раньше, теперь его превратили в достопримечательность. Но я бы не рекомендовал, скажем, людям, которые не уверены в своем здоровье, и также не рекомендовал бы молодым спортсменам до того, как они выступят, как минимум, в соревнованиях. Не рисковать. Да, не рисковать, потому что такой перепад температуры, на улице плюс 31, внутри минус 5. Конечно, там все необходимые теплые вещи есть, но я бы не рекомендовал рисковать. Какие эмоции вы еще увезете с собой в свой родной город? Ну, дождемся окончания медального зачета, и будет до конца понятно. А так, конечно, это позитивные эмоции от атмосферы дружбы, которая витает в воздухе, от атмосферы восторга, которую испытывают спортсмены, завоевавшие медали. Мы уже на сегодняшний день, у нас 50 медалей, из них 14 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. Отлично. Вадим Викторович, мы хотим, чтобы Якутия вам запомнилась только хорошей стороной, чтобы вы действительно, ваши ребята, принесли вам ожидаемые результаты, успеха, спортивных достижений. Ну и не отпускаем без подарка от нашей компании, с логотипом компании. Дарим вам тут волшебный сосуд для очищения помещения. Так что, чтобы все плохое обходило вас и вашу сборную стороной. Хорошо, большое спасибо. Да. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир «Игры Дети Азии». Не только встречи культур, традиций и старых друзей. На днях состоялась встреча выпускников международных спортивных игр «Дети Азии». Смотрим сюжет. На призыв приехать на игры в Якутск выпускники отозвались с большим энтузиазмом. В рамках проведения игр «Дети Азии» именитые спортсмены проводят для юных якутян мастер-классы и другие встречи. Союз выпускников был учрежден в 2023 году Международным комитетом. Работа направлена на объединение всех спортсменов, которые принимали участие в играх разных лет. В первую очередь было приятно получить обратную связь в плане того, для чего такие встречи проводятся, что нужно сделать для того, чтобы улучшить игры. Отмечен высокий уровень организации соревнований. Для того, чтобы ее получать, эту обратную связь, обмениваться мнением, был создан вообще союз выпускников. И для того, чтобы их объединить, чтобы они друг с другом менялись мнениями, друг другу помогали, приезжали в страны, проводили мастер-классы, встречи, работу с детьми, вниманием привлекали и детей к занятиям спортом, и своим вниманием и своими знаниями привлекали в том числе и внимание к самому проекту «Дети Азии». Организация показала себя как хорошая движущая сила, объединяющая ребят из разных стран и регионов России для развития детского спорта. Проводятся встречи с юными спортсменами и различные мастер-классы. Ребята делятся с детьми опытом, которого им самим не хватало в начале пути. Подобные мероприятия уже проводили в Астане, Бишкеке и Таиланде. Чемпионка 4-х игр «Дети Азии» держит ту самую медаль 2008 года и с трепетом вспоминает это время. Эта медаль, мне было 15 лет, и
В детстве ты, наверное, переживаешь эмоции ярче, чем когда становишься взрослым. Это, наверное, да нет, не наверное, это самая эмоциональная медаль. В детстве выиграть гораздо глобальнее это все казалось, такое почему-то большим. Ты маленький, ты везешь домой медали. И я выиграла и 100 метров, и 200 метров. Мне казалось, что все, весь мир у моих ног. Я в этой жизни достигла всего. Это самая большая, бесценная награда. Самая большая гордость. А вернуться в Якутию в качестве выпускника для Виктории почетная миссия. Спортсменка в восторге от знакомства с национальной культурой республики и от организации игр. Когда в 2008 году мы приезжали, я кроме стадиона и деревни не видела ничего. Потому что ты выступаешь на соревнованиях, я не знала ни о культуре. Для меня просто была локация, стадион и место, где я живу. Приезжать в качестве выпускника – это интереснее в плане кругозора. Нас ознакомили и с культурой. У вас невероятно сохранены традиции. И это почетно. Вчера буквально с мужем разговаривали, я когда уезжала, меня хотели пригласить на долгий срок. Семья, работа, обязанности. И мы укорачивали, дошли до какого-то минимального минимума. А вчера муж говорит: а там билеты тебе нельзя перенести, может, ты еще останешься? Тебе там так... Ну, у меня муж родился в Мирном. И мой сын сейчас говорит, он говорит: мама уехала там, где папа родился. Не то, что там поработаешь. Мама поехала смотреть, где папа родился. Одним из ключевых событий программы 8-х игр «Дети Азии» образовательный проект для юных спортсменов «Путь к Олимпу», направленный на продвижение олимпийских ценностей, чистого спорта и спортивной психологии, а также для укрепления дружественных отношений между молодыми спортсменами. Вот, в 2016 году попал на Дети Азии, выиграл первенство России, такой международный. Для Назара из команды Республики Беларусь, как и для большинства юных спортсменов, это первые дальние и масштабные соревнования. На родину он вернется уже чемпионом. В паре в настольном теннисе с Петрашевским Александром мы взяли бронзовую медаль. Девочки у нас тоже в паре взяли золотую медаль. Все мы молодцы, мы все довольны тем, что сюда приехали, организация хорошая, нам все понравилось. Первая такая поездка у нас, в принципе, у всех четверых, кто поехал. Здесь все гостеприимные, дружелюбные. Очень нравится общаться с людьми из Якутии. Кому ты первым позвонил, когда вот медаль взял, может быть? Первым я позвонил, конечно, родителям. Они больше всего рады, то, что я до сюда дошел и смог реализовать все свои силы здесь. Надеемся, участники игр еще не раз встретятся друг с другом на спортивных помостах. С теплотой будут вспоминать свои первые медали и игры «Дети Азии». Катерина Винокурова, Виктор Олесов, Георгий Григорьев. Якутский международный кинофестиваль продолжает свою работу. Сегодня зрители посмотрели фильм «Дастур», который включен в конкурсную программу. В рамках кинофестиваля проходят и творческие встречи, и мастер-классы. У меня сегодня в гостях кинокритик, доктор искусствоведения, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана, эксперт азиатского кино, директор кинофестиваля «Евразия», автор нескольких книг о кинематографе Казахстана и Центральной Азии Гульнара Айратовна Абикеева. Гульнара Айратовна, я очень рада видеть вас в этой студии. Прямо с мастер-класса приехали, встретились с кинематографом Якутии, с теми, кто интересуется кино. Я знаю, что молодежь сегодня пошла туда. Как прошла встреча, какие вопросы задавали? Знаете, очень хорошо. Я говорю, 2 дня по 3,5 часа слушать лекции, я такой вообще аудитории не видела, потому что, это, когда, понятно, когда просмотр фильма и обсуждение, что-то. Вот с большим интересом. Да, 3,5 часа такой аудитории не было. Очень разная аудитория, были и специалисты, педагоги, были студенты, магистранты. И вы знаете, прямо вопросы, дискуссии, это так живо и так прямо... То есть это было видно, что людей не нагнали, пришли интересующиеся и очень точно задавали вопросы. И очень было много вопросов по не координации, а по сотрудничеству. Они говорят, а можно ли, а ученые, а ваши, а наши, а как, а копродукция? Здорово, мне очень понравилось.
Мгм. Ну вот мы сейчас, пока шел сюжет, говорили об открытии кинофестиваля, и вы сказали, что вас восхитил именно вот открытие, восхитило, да, открытие, вот этот ролик вступительный. Меня удивила компьютерная графика. Ну, то есть, одно дело, там вот я была в Шанхае, ну, буквально только что, да, и там шикарная компьютерная графика, но как бы это Китай. И вдруг я смотрю, красивая такая стильная графика, думаю, ну надо же. И вы знаете, вот я приезжала в 2016 году, и тогда вот я, ну вот... Снежные очки. Да, снежные очки, приз. И такая думаю, ну как странно, это не статуэтка, это очки. Ну да, там с серебром, с позолотой, хорошо. Но у меня было какое-то сомнение, правильный ли приз. В этом году такая графика, вот этот идет, значит, якут, саха, значит, поднимается на гору, там орел, потом что-то. Линия, да. И он эти очки подбрасывает, и куски всего. Я такая, вау! И когда уже был танец вот с этими девушками, которые, я говорю, слушайте, ну прекрасные. Потом, как бы, может быть, я пришла к тому, что вот что-то уникальное, абсолютно неповторимое, чего нигде нет в мире. Вот эти полярные очки, это, конечно, мне очень понравилось. Мне понравилась графика, потому что, ну, симфонический оркестр, понятно, там музыкальные номера, понятно, но такая графика, это уровень. Гульнара Айретовна, чего не хватает кинофестивалю? Все равно вы посещаете очень много фестивалей. Вот плюсы, и давайте, ну, и заметим какие-то минусы, если есть, конечно. Да. Вы знаете, ну, мне не хватило вот чего. То есть вот я, естественно, смотрю кино, то есть я посмотрела 2 якутские картины, которые были в конкурсе на открытии вот «Чуму». Вчера посмотрели мы «Короля Лира». А сегодня я поехала в кинотеатр. И завтра я пойду в кинотеатр, потому что я хочу посмотреть «Карину». Я посмотрела сегодня, как там, где танцуют стерхи. Стерхи, да. Почему? То есть мне не хватило на фестивале отдельной якутской программы, потому что, ну, мы приезжаем сюда посмотреть прежде всего кино вот здесь, и поэтому параллельно с конкурсом каждый день по 2-3 фильма должны были идти якутские фильмы. Ну, хорошо, кинотеатры позволяют. И мне не хватило немножко, конечно, аудитории, отборщиков, может быть, которые, ну, как бы приезжали бы сюда именно за якутским кино. А так, все на хорошем уровне. Мгм. Вы активный участник международного фестивального движения. И какие фестивали можете отметить, куда могут отправить свои работы якутские кинорежиссеры? Не, ну вообще явление якутское кино это такое, это что-то невероятное. Почему? Потому что я когда своей британской подруге сказала, что я еду на якутский фестиваль, она говорит, вау, говорит, ну, пожалуйста, пообщайся, посмотри, расспроси, пойми вообще, как бы это самое. Я говорю, что понять? Откуда у них берется такое кино? То есть, на самом деле, вот мы 2 дня на мастер-классе разговаривали, значит, сравнивали казахское, кыргызское, значит, якутское кино. И я вот как-то вот за эти дни поняла одну вещь, что все-таки национальная культура, все-таки вот традиции, которые произрастают, они дают вот эту вот, значит, как бы вот эту глубину, вот эту вертикаль. Прослеживается культурный код тогда. Абсолютно, абсолютно. И второй момент, вы знаете, очень теплое кино, очень человеческое, очень вот не то что душевное, а трогающее, душераздирающее, я бы сказала. Потому что, ну, не все гладко, не все хорошо. И вот эта вот боль человеческая, она прямо, ну, то есть умеют, ваши режиссеры умеют как бы задеть за сердце. Такого кино очень мало осталось в мире. Потому что бегут либо за формой, либо за Марвелами, либо за там, насилие, драка, то есть за экшеном и так далее. А вот такое кино, которое прям проникало в сердце, вот это все-таки, я думаю, национальный код и человеческое тепло. Мгм. А вот в начале нашего разговора я сказала, что сегодня, ну вот зрители посмотрели фильм «Дастур» казахстанского режиссера. Как вы оцениваете сам этот фильм? Ну, я, честно говоря, немножко удивлена. Почему? Потому что я поняла, что и китайская картина такая жанровая, и казахская картина жанровая, и еще одна, вот, ну, судя по каким-то роликам, я думаю, ну, как странно все-таки, это фестиваль, где должно быть фестивальное кино. Вы знаете, я думаю, что очень важен контекст. На самом деле, вот якутское кино, оно в контексте мировых кинофестивалей.
я плохо знаю коммерческое, но то артхаусное кино, которое я знаю, которое продвигает моя подруга Сардана Савина, оно соответствует мировому уровню, понимаете? И тогда как-то мне показалось странным, что в программе вот это смешение коммерческого и артхаусного кино. Потому что, мне кажется, как бы фестиваль, 7-й по счету, программа могла бы быть более выверенной, что ли, более артхаусной. Вот такие кинофестивали, это, конечно, обмен мнениями, это знакомство с новыми людьми, что для себя вы открыли новое, какие эмоции. Вы знаете, знакомство с новыми людьми – это замечательно. То есть вот мне очень нравятся ваши исследователи, культурологи. Я же 2 дня в основном в научной среде, и Романова, этнограф, Александр, молодой парень, который, там историки и так далее. Меня очень удивил этот уровень вот этого культурного, культурологического обобщения. И, наверное, не знаю, мой любимый фильм «Не храните меня без Ивана». И когда я увидела Любовь Борисову, исполнительную главной роли, это прям был подарок. Подарок. Спасибо большое, Гульнара Айратовна, за то, что нашли время, несмотря на то, что день был действительно насыщенный, активный. Я очень хочу, чтобы действительно этот кинофестиваль и вообще Якутия подарила вам самые прекрасные эмоции. Ну и, конечно, подарок от нашей компании. Да. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш вечерний эфир. Добрый вечер, дорогие телезрители. Завтра начнутся соревнования по национальным видам борьбы «Кураж», «Алыш» и «Хапсагай». Борьба «Кураж» была введена в программу игр в 2016 году. «Хапсагай» на вторых играх в 2000 году, а борьба «Алыш» в этом году пройдет как демонстрационный вид спорта. Будет разыграно 9 комплектов медалей. Чтобы узнать более подробно об этом виде борьбы, мы пригласили сюда доцента кафедры спортивных и национальных игр Орского государственного университета, судью континентальной категории по дзюдо Талайбека Адылбековича Сайтиева. Добрый вечер. Талайбек Адылбекович пришел не один. У нас сегодня ребята молодые, юные, сильные, которые нам покажут и расскажут про этот вид борьбы, алыш. Да? Талайбек Адылбекович, интересно узнать, вы же приехали на игры в качестве зрителя, поболеть за своего спортсмена. Я-то думала, что вы судья, тренер, вы являетесь тренером по дзюдо. Да? Как выступает ваш воспитанник сейчас? Мой воспитанник выступил чуть неудачно, проиграл за четвертьфинале, потом за 3-е место тоже у него не получилось. У нас все впереди, это всего лишь начало старта. Какие слова ему сказали, чтобы поддержать своего спортсмена? Как любой тренер сказал, надо больше тренироваться, больше усилий, поменьше переживать перед выходом на татами.
Все-таки строгость сохраняете. Ну, естественно, без этого не получится. Завтра, как я сказала, начнутся соревнования по лыж, да, вы пропагандируете этот вид борьбы, много знаете историю традиционную, и в предварительной беседе вы рассказали то, что эта борьба уже выходит на международный уровень, да, в вашем городе Ош были чемпионат мира, да? Первый чемпионат мира по борьбе лыж как раз проходил в городе Ош, где я проживаю. И по воле случая, из-за того, что я в то время уже выходил на татами, имел опыт судейства, и я там стоял, демонстрировал, как правильно показывать команды. Например, она очень схожа по борьбе с дзюдо. Ну, название на киргизском, например, тохто. Вот так Остановись. У нас тоже на якутском есть тохто, да? Дзюдо, ну, мате, допустим. Или, например, по-японски хаджиме, а у нас алыш, то есть уже начинайте борьбу, а перед тем, как начинать борьбу, я говорю хармаш. Они начинают друг друга брать за пояса, и после этого я говорю алыш, и они начинают борьбу. Ну, если хотели, можно да, давайте посмотрим, как, да. Я им буду показывать, они будут это. Вот я выступлю как судья. Судья, хорошо. И давайте я отсюда посмотрю. Говорим тогда алыш, да? Вот начало турнира мы начинаем демонстрировать. Например, я показываю, там судья-информатор объявляет, отпускаю эту руку, потом показываю в эту сторону. Там тоже объявляют, они друг другу делают поклон. Вот видите, они поклон сделали, подошли. Поздоровались. Хорошо. Потом по моей команде хармаш, они начинают друг друга брать за пояс. Обязательные условия. И обвязывают, получается. Да, вот. Обязательные условия голова. Голова к голове. Касается друг другу плечу. И по команде, вот смотрите, я начинаю вот это беру и говорю алыш, и они начинают уже бороться. Основная задача повалить на обе лопатки противника, не отпуская пояса. Только схватив за пояс. Только схватив за пояс. Ну, и, естественно, из-за того, что нет условий продемонстрировать приемы, мы на этом, я думаю, ограничимся. Талабек Адылбекович, проходите сюда. Да. 21 век, думаю, через YouTube. Все можно увидеть, да. Мы, в принципе, да, показали, чтобы наши телезрители пошли, поболели за спортсменов, чтобы увидели. А вот этот вот, они одинакового все размера, да? Нет, ну... Пояс. Пояс, нет, тоже она отличается по длине в зависимости от весовой категории. Ну, чем больше человек, тем длиннее пояс. Конечно, да. Ну, пояс сам она состоит из такого мягкого материала, чтобы не повредить позвоночник. Ну, в основном это такая становая борьба, где играет сила становой. Это, знаете, борьба на поясах, история гласит то, что надо было всадников из лошади выбить. Это их чистый кочевник. Исконно, да. Конный. И чтобы от этого зависело сохранение жизни. Он должен схватить был и вот так с лошади убрать. А потом потихоньку она уже перешла на землю, потом превратилась в национальную борьбу, и так и она осталась. И превратился в практически уже вид спорта, да? Да. Ну, интересно, а вот эти вот цвета, это только синий-зеленый или бывают другие цвета? Нет, чисто женский вопрос, извиняюсь. Цвета делают. Это чтобы спортсменов не путать. Если объявляют первым, он должен быть в зеленом, а если объявляют вторым, он должен выходить. Только эти два цвета? Только два цвета. Это традиционно. Да, традиционно. Да? И, в принципе, раньше без одежды выходили. Талабек Алыбекович, спасибо большое, что посвятили в таинство этого вида борьбы. Спасибо, что нашли время, пришли. И от нашей компании, конечно же, подарок. Спасибо. Дорогие телезрители, болейте за наших спортсменов юных. Они нуждаются в вашей поддержке. Действительно, спорт – это мир, это... новые традиции, новая культура. Да, и прямо сейчас смотрите дневники игры «Дети Азии».